Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики. С вами, как всегда, ваша Ольга. Давайте сегодня на песочке посмотрим на вашего мужчину. А именно узнаем, что он думает и чувствует к вам прямо сейчас, в этот самый момент. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени и задайте ему свой вопрос. Мой милый дорогой, что ты думаешь и что ты чувствуешь ко мне прямо сейчас, в этот самый момент? И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, и то, о чем мы страстно желаем узнать. Так. Ну, прям сердце свое показал. Вот видите, его сердце. Такое большое, теплое. Сердце девочки вышло, сердце. Но мысли мужчины неспокойны. Очень неспокойны. Здесь мужчина пришел растрепанный, нервный, чем-то очень сильно огорченный. Я вот... Смотрите, как у него какая-то неприятность в жизни происходит. Что-то не ладится, что-то не получается. Как-то вот, знаете, в один момент прям рухнуло, да? Может быть, у него и так было все не лучшим образом, но он, по крайней мере, надеялся. Надеялся на положительный исход, на то, что ситуация переломится, изменится. А тут вот буквально, да, накануне получил очень неприятные новости. И эти новости были для него как удар, жестокий удар, прям по самому причинному месту. Вот. И мужчина вот в этом расстройстве нагнетает обстановку. Вот он сидит сейчас и думает: Господи, ну я неудачник, я лузер, кому я такой нужен? Вот сейчас она узнает о моих неприятностях, но откажется ведь от меня. Либо, знаете, как еще может думать: зачем такой прекрасной женщине такой неудачник, такой осел, как я? Вот вы, может быть, ни словом, ни делом никогда ему ничего не показали. Никогда, например, в нем не разочаровывались. Либо наоборот, всегда его поддерживали. И сейчас он сам себя накручивает. Девчонки, вот он о вас очень высокого мнения. Высокого мнения о вашей работоспособности, о вашей ресурсности, о вашей самостоятельности. У многих мужчин просто балдеет от того, как вы с легкостью идете по жизни. Конечно, вам нелегко, но вы такая неунывающая. Вот какие там проблемы, вызовы не встречаются, вы такая раз, рукава засучила, пошла, поработала, все порешала, все проблемки разбежались от вас. Вот такая вы женщина, позитивная, наполненная. Он смотрит и восхищается. Он хотел бы, как вы, но у него не получается. Вообще не получается. Он другого ума, другого склада. Человек такой больше, знаете, как на себя сориентированный, сосредоточенный. Очень боится он поражений, очень боится вот таких фатовых ситуаций. Такие ситуации его просто, ну, как убивают, понимаете? Он впадает в апатию, он впадает в отчаяние. Здесь что-то он потерял. Потерял либо шанс, либо потерял деньги. Здесь... Ну вот знаете, как, ну вот у меня идет такое впечатление, что он очень жестко и жестоко разочаровался. И даже не в какой-то ситуации, а больше как в себе. В себе, да. Может быть, неправильно вложил деньги, может быть, не тем людям доверился. А теперь, попав в неприятности, вместо того, чтобы идти в бой и сражаться за себя, он сидит и, ну, слезы роняет. Он думает о вас и думает постоянно. И почему-то мысли у него, знаете, как птички прыгают, да, с одной веточки на другую. Одна мысль говорит о том, что вот, как бы поступила она, что бы сделала она. Надо ее спросить, надо расспросить. Она, конечно же, решит этот вопрос, она даст мне подсказку, она меня поддержит. И тут мысль перелетает и начинается фатум. Ой, нет, значит, она во мне разочаруется, она надо мной смеяться будет, я в ее глазах там ниже плинтуса,
плинтуса опущусь, 100% она на другого мужчину потом посмотрит, потому что она видная женщина, красоточка, да, зачем ей такой, как я, нужен. Понимаете, вот и так все время. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Кстати, еще хочу сказать, что он постоянно вот в течение, может быть, последних нескольких часов смотрел на вашу фотографию. Либо, вот знаете, прям образ ваш у него перед глазами. Он как бы с вами какой-то монолог ведет, да, для вас он там распинается, что-то там рассказывает, там, я то. Девчонки, у кого-то прям отыграется, что мужчина, если вы вместе проживаете, то он будет молчать, будет отворачиваться, как, знаете, как прятаться, уходить в себя, как страус, да, который голову в песок запихивает. Если вы на расстоянии с этим человеком, ну, то есть не проживаете вместе, скорее всего, несколько дней просто будет где-то прятаться, пропадать, морозиться. Ему сказать нечего. А если он начнет говорить, он, знаете, он сам себе не верит, он может просто расплакаться. А быть настолько уже униженным, для него это будет просто невыносимо. У него что-то произошло, причем произошло достаточно серьезное. Он сейчас просто растерян, он не знает, как выбраться. У него есть друзья, либо какие-то приятели, то есть здесь двое, на кого он надеется. Надеется на поддержку этих людей, на помощь этих людей. Возможно, он уже обратился. Один человек ему отказал, а второй пообещал. Вот эта ситуация еще больше его подкосила. Знаете, вот и как-то друзья еще отказываются. Ну, представьте, да, близкий друг отказался помочь. Что он может думать? Он думает, что вы уж точно его не поддержите. Хотя вы никогда такого повода ему не давали. Здесь неприятность, большая неприятность в жизни. Что он чувствует? Ну, вот оно, большое сердце. Большое, прекрасное сердце. Девочки, он вас любит. Именно в любви к вам он черпает это утешение. Именно любовь к вам помогает ему не пасть духом. Если вы, вот тоже, знаете, пришла такая информация, если вы по какой-то причине сейчас не общаетесь, может быть, вы поссорились, может быть, да, действительно, как-то он сам от вас закрылся, так тоже может быть, то этот человек все равно вот вас очень любит и боится вас потерять. Но вот потерять деньги — это, конечно, беда, а потерять вас — это просто трагедия и катастрофа. Понимаете, насколько он к вам относится? Может быть, он не умеет выражать свои чувства, может быть, не может говорить о своей любви. Но это не значит, что он вас не любит. Вот, он сразу свое сердце показал. Огромное, большое, красивое сердце. Сейчас мужчина больше похож на колючку. Такая колючка, да, которую, как ежик, да, ежик, который вот в клубочек свернулся. К нему не подойти, какой-то уж очень сильно колючий и прям такой убегающий мужчина. Но не от вас он бежит от своих проблем, он бежит сам от себя. У него не в вас разочарование, а разочарование в себе. В том, что он так сглупил, ступил и, соответственно, результат такой получил. Если он ушел в себя, девчонки, не трогайте его, не трогайте, знайте, что он вас любит, знайте, что он о вас думает. Пусть он там в своей каше поварится, пусть он успокоится. Когда он будет готов, он обязательно вам обо всем расскажет и скажет, что там с ним случилось, произошло, какие неприятности в его жизнь прилетели. Может быть, он не скажет вам все 100% правды, но по крайней мере, вы будете понимать, какой там был ход событий и что привело к такой ситуации. Ему очень хочется вашей помощи, но ему очень стыдно эту помощь от вас принимать. Вот как-то так идет. Мужчина сам себя загнал в какие-то рамки, в какие-то ограничения, напридумывал себе какой-то ерунды, сам сидит в нее, верит, и от этого ему все хуже и хуже становится. И еще, кстати, может отыграться, что мужчина еще может пить. Пить может быть несколько дней подряд. И у него сейчас такое состояние, да, между небом и землей. То есть он вообще себя как не контролирует. Отсюда такие пьяные слезы, какое-то истеричное настроение и срывы. Срывы могут происходить. Если вы, девочки, смотрите на мужчину, который в других отношениях,
в других, ну, например, женат мужчина, либо ну, с другой женщиной находится, там, проживает, то у этого мужчины просто паника. Паника от того, что я не могу жить полноценной жизнью, что я теряю время, я теряю свою любовь, я теряю свое счастье. Какая-то, знаете, вот безвыходная ситуация. Вот как будто бы в клетку его посадили, в клетку, да, и выбраться оттуда невозможно. Хотя, в принципе, да, вот если посмотреть на ситуацию, ну, как бы он сам виновник торжества, сам себе эту ситуацию закрутил. Мне здесь явно мужчина, ну, он сейчас в каком-то прям психическом расстройстве. Если с вашим мужчиной все хорошо, это просто не ваша отсыпка. Мужчина любит, мужчина страдает, мужчина молчит, мужчина закрылся, мужчина вот прям готовится, не знаю, к самому худшему, что ли, да, по вот этому песку. У него в сердце сейчас холод. Холод. Он как будто бы не верит, что есть выход из ситуации, что все будет хорошо. А душа-то надеется, что вы будете продолжать вместе. Ему бы хотелось быть для вас вот таким вот рыцарем, без страха и упрека, победителем драконов, да, например, подвиги для вас совершать, какие-то, может быть, подарки вам дорогие дарить, чтобы вы им гордились, чтобы вы им восхищались. И чем больше ему этого хочется, тем меньше он может в этом реализоваться. Такое впечатление, что как ребенок, да, ребенок несмышленый, не слушается, да, взрослых, делает, как ему там вздумается, и попадает в очень плохие ситуации. У кого-то, кстати, отыграется, что этот мужчина слишком самонадеянный и слишком горячий. То есть, когда у него все хорошо, он такой рвет вперед, он ни о чем не думает, он такой типа я лучше всех знаю, зачем мне там чужие подсказки, ошибается и потом сидит и все, мир потух. Эмоциональное состояние ужасное у человека, просто ужасное. Но что его спасет, так это любовь к вам. Вот если бы вас еще не было в его жизни, ну все, хоть ложись и помирай. Но поскольку любовь есть, поскольку вы все равно где-то рядом, вы с ним, не все еще потеряно. Дайте этому мужчине разобраться с собой. Вот он разберется, немножечко успокоится, и дальше у вас все наладится. Здесь только один совет. Идти напролом, пытаться этого мужчину раскрутить на диалог, разговор, ну не получится. Не получится. Результат будет непредсказуемым. Не надо. Девчонки, как бы вам сильно не хотелось, лучше дайте ему время на подумать, на прийти в себя. Тут буквально, знаете, ситуация может быть 2-4 дней. Он сам к вам придет, потому что очень вас не хватает. Выйдет сам первый на связь. Вы все узнаете, вы все поймете. Главное, не накручивайте себя и не переживайте. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.